Юртовские нагайцы и восстание Стеньки Разина. Сохранились показания различных людей, утверждавших, что астраханские нагайцы, то есть юртовские, были вовлечены в поле Разинского восстания. Так, 6 августа 1670 года ротмистр Скрипицын прислал из города Змеева известие воеводам в Белгород, что астраханские нагайцы соединились со Стенькой Разиным. Эту новость сообщил ему местный черкашенин Григорьев, который услышал об этом, будучи на Дону, от казаков. В разрядном приказе об этом стало известно из донесений воеводы Белгородского полка Рамадановского. Воронежец Севастьянов на допросе в разрядном приказе 13 августа 1670 года заявил, что после захвата Разиным Астрахани прибыло к нему людей в Астрахани, кочевые нагайцы все, которые государю изменили. Казак Кобельков, направленный на Дон для сбора сведений о Разинском восстании, рассказал по возвращении в Тамбовской приказной избе, что Разин обязал оставшихся под Астрахань юртовцев обеспечить его отряд, направлявшийся на Терек, лошадьми, и давали ему Стеньки Мурзы и нагайцы с человека по лошади, отмечал он. 22 августа 1670 года московский стрелец Олег Синец говорил там же, что спустя 2 недели после взятия Астрахани войско Разина пошло на Царицын. Да с ним же Стенькою пошли из Астрахани кочевые нагайцы, человек с 50 конных и иные кочевые мурзы, и нагайцы к нему, Стеньки, в Астрахань приезжали. В отписке симбирского воеводы Плещеева о действиях восставших в Нижнем Поволжье говорилось: да юртовские нагайцы ходили с ним до Царицына, а с Царицына отпущены в Астрахань. Как видим, различные источники сообщают о том, что проживавшие у Астрахани нагайцы и юртовцы вступали в контакт с Разиным. Чем могло быть обусловлено подобное их поведение? Стоит принять во внимание тот факт, что в Астрахани на положении аманатов находились представители знатных тюркских родов. Разин мог воспользоваться этим обстоятельством, чтобы удержать в сфере своего влияния некоторые группы местного тюркского населения. Казак Кобельков, например, узнал от казаков на Дону, что Разин взял в Астрахани у мурз и нагайцев аманатов. Однако подьячий Колесников, состоявший в составе русского посольства в Персии и оказавшийся на обратном пути в Астрахань в период восстания, заявил на допросе в посольском приказе 26 сентября 1670 года, что при нем, как он был в Астрахани, вор Стенька аманатный двор весь распустил, и орды калмыцкие и нагайские от Астрахани все откочевали, и аманатчики все из Астрахани в целости выехали. Впрочем, это не исключает того, что впоследствии у оставшихся в окрестностях Астрахани групп тюркского населения вновь были взяты в Астрахани аманаты. Согласно сведениям Золотарева, в плен у восставших вместо аманатов находились Сюйнч Мурза Абдулов, отец Хастугана Сюйнч Олы, и Янмамед Мурза Янаев. Вполне возможно, что определенную помощь в виде, например, предоставления лошадей для похода на Терек юртовцы могли оказывать Разинскому войску вынужденно, так как их знать находилась в аманатах в Астрахани. Часть из них могла даже последовать за Разиным вверх по Волге. Не исключено, что астраханские нагайцы могли ему понадобиться, чтобы показать места возможных кочевий других тюркских народов, которые он предполагал сделать легкой добычей для своих людей. В любом случае, источники сообщают, что далее Царицына юртовские нагайцы не пошли с Разинским войском, а были отпущены обратно. Подготовлено по материалам Торопицына.